Даже если сейчас нас кто-то уже смотрит, чтобы не корили за какие-то ответы, да, может, что-то не то сказали, может быть, не знаю, но все Ну, было... это все наше личное. Бро, смешно. Читай все самое интересное о Якутии на News Якутска. Здравствуйте, меня зовут Дарья, мне 40 лет. А это мой сын Слава. Всем привет, меня зовут Слава, мне 21, это моя мама. Как хорошо вы общаетесь друг с другом? Редко, но метко. Да, Можем время от молчать времени общаемся, месяцами. да. Если общаемся, то общаемся. Никто никому не навязывается, у каждого своя личная жизнь, Да. и это классно. А тайны друг друга доверяете? Я, наверное, больше нет. Мама, наверное, да. Мгм, есть моменты. Ну, в детстве больше доверял. Да, в детстве, да, все рассказывал почти. Сегодня вы будете отвечать на вопросы, которые придумали мы. Если вы не отвечаете на вопрос, то вы отдаете 250 рублей другому участнику. Противники уже? Ну, получается так. 250 рублей, да? За каждый неотвеченный вопрос. Раз, два, три. Три. Ты начинаешь. Сама не поняла, что сделала, но поехали. Ты сильно расстроишься, если я не оставлю тебе наследство? Нет, наверное, вообще не расстроюсь. В принципе, ну, Какой как бы страшный я вопрос. сам могу, наверное, заработать. Ничего такого нет в голове, чтобы после, когда мама там, ну, ее когда не станет, да, чтобы за ней там ее вещи донашивать, ну, как-то не очень круто, наверное. Всем, короче, достанется, там, братьям, сестрам, а ты такой, ну, тебе нет. Ну, сестры, они маленькие, во-первых. Ну, наверное, даже справедливо, наверное. Я же самый старший. То есть у меня было больше времени там наверстать упущенное, да? Ну если... да, 15 лет целых, да? Да. Если они там в молодом возрасте, как бы им, наверное, тяжело будет. И как раз им поможет наследство. Да? Образы. Наверное, так. Ты бы смогла пережить мою смерть. Нет. Именно тема детей, смерть, когда дети опережают тебя, это, мне кажется, страшнее некуда. Частенько задумываюсь на такие темы. И даже бывает, когда... Думаешь, что я умру, Ну, что ли? У мамы же фантазия очень такая. Люблю же фантазировать. И когда я представляю что-то или что-то случится, когда в подростковом возрасте там ты задерживаешься или так далее. Ой, сколько фантазий, что тебя там кто-то прибил или что-то случилось на улице. Много же всякого может быть. Поэтому нет, ни один из родителей не переживет эту смерть. Наверное, так. Пока хорошо идем. Есть ли у тебя обида на меня, которую до сих пор ты не простил? Ну, которую я не простил, наверное, таких нету. Какой добрый сынок, да, у меня? Ну, и я не знаю. Которую- Обида. Да, наверное. Не прощу. Ну, прям у меня нету такого, что я каждую ночь лежу и думаю, вот, блин, капец. Ну, вот мама вообще там. Ну, самое первое, наверное, когда я ушел из дома, наверное, мне было обидно. Мгм. Да. И Там, мне даже... ну, ситуация такая была, просто дурацкая. Но, в принципе, прям такой обиды нету, чтобы я там каждый раз, когда вспоминаю о тебе, думаю, вот этого я никогда не прощу. Типа. Ну, прям такого нет. Хотя я тоже чувствую вину, то, что на тот момент я так себя повела, что тебя довела. Но, опять же, думаю, ну, это все стечение обстоятельств, которое было на тот момент. ничего. Ты бы смогла усыновить ребенка? Нет. Ну, мне кажется, все-таки гены все равно дают о себе знать. И если тем более я родила 3 детей, куда мне еще ребенка? Ну Нет, да. не хочу. Я хочу вложиться в своих детей. Ну, а если бы не было у тебя детей? Ну если бы не было детей, ну Или тогда бы один я подумала. был бы? Не, если бы ты один был бы, зачем? Ну да. Спокойно бы вкладывалась в ребенка. Это свой собственный ребенок, это же, конечно, лучшая инвестиция. Я же не знаю, как этот ребенок себя поведет. Очень много историй, когда берут детей именно вот на воспитание, и потом эти дети как-то очень жестко обходятся со своими приемными родителями. Ну и плюс здоровых детей никогда не бросают, да. Если брать ребенка на воспитание, то это уже надо быть готовым морально, то есть взяться за его здоровье, внести вот максимально. А за своих детей я как бы в ответе, я знаю, ребенок, какие которого особенности. усыновляешь, он же не всегда там инвалид какой-то. Нет, ну в плане того, что мы морально должны быть готовы, что мы должны больше дать, потому что мы не их биологическая мама, да. Все равно, если какие-то отклонения по здоровью, это максимально надо вложиться, чтобы ребенок вырос здоровым, счастливым. И плюс нет гарантии, что он... Он благодарен тебе будет? Хотя благодарности не жду, но просто взаимная какая-то любовь, уважение, я не знаю. Просто в данной ситуации бывают же, когда в лагере, помнишь, детдомовские дети были, мне их очень жалко было. Считай, у нас бабушка сама из детдома. Мне очень жалко
жалко, но просто у них есть все равно свой отпечаток, да, жизненный, и он все равно сказывается потом по истечении там скольки-то лет. И если бы ты мог оставить только одно воспоминание из всей жизни, какое бы ты оставил? Айка, прям как будто тебе 70 лет. Да, вспомни-ка я там самый яркий момент. Да, ну так-то даже сложно ответить, наверное. Много хороших моментов, ну прям какой-то один выделить, это, наверное, может быть, то, что я вот недавно Новый год в Питере праздновал, наверное, этот момент самый хороший был. Потому что он сейчас остаточный, он самый яркий. Да, самый из последних, самый яркий момент такой, это, наверное, как я со своей девушкой, с другом, да, встретили Новый год, это очень классно было. А ты, мама, да, кстати, я даже не воспоминания, да? Да. Период, когда мы только приехали в Якутск. Когда я решилась перечеркнуть пройденный этап из жизни и все-таки начать жить в Якутске. Наверное, лучше. Смелости набраться, да, и уехать. Когда у меня была путевка в жизнь, потому что я 3 года после школы не могла поступить, для меня это было большим ударом. Мне очень хотелось получить образование, жить в большом городе, где есть возможности. И плюс у меня был ты. Мне хотелось дать больше, чтобы у моего ребенка было все. Поэтому, мне кажется, это вот путевка в жизнь, когда мы только переехали в Якутск. Училась и ждала, когда тебя к себе возьмут. Сложно в этом Если бы я был бы принципиально против твоей женитьбы, ты бы вышла замуж во 2-й раз? Нифига не вышло бы. Да? Потому что на тот момент, после первого брака с твоим отцом, мне все-таки было сложно решиться на 2-й брак. И на тот момент, когда уже Олег появился в нашей жизни, прям вот первый раз у тебя спросили. Олег у тебя спрашивал, можно ли я твою маму возьму в жены. Да? И я даже такой, не помню. Да, сказал. И да? все. Да, и потом... Отмотал меня. Обманул тебя, да? Да. Поэтому нет, я бы не вышла. Сложно ли жить и расти без отца? Да, конечно, сложно. Сложно ли жить и расти без отца? Да, наверное, нет. Как-то я никак... У меня тети есть, да? Есть дяди, есть бабушка. Чего стоит бабушка, да? Да, я никогда такого не чувствовал, что прям... Ну и, в принципе, я, когда маленький был, я же ездил к ним в гости, поэтому особо такого не чувствовал, наверное. Это, наверное, уже в возрасте, когда уже подростковый период, тогда чуть-чуть бывает такое, то, что хотелось бы побольше с отцом общаться. Ну, вот, наверное, так только. Но, в принципе, никогда сложностей никаких не было, я не чувствовал, то, что там, вот у меня нет отца, я там какой-то другой. Ущемленности какой-то не было. Да, все там, много кто без отца растет. Главное, что мама есть, но если без мамы, тогда, наверное, другой вопрос был бы. А сложно ли растить ребенка без отца? Не сложно, тем более, если он один. В связи с тем, что я только начинала работать, у меня зарплата очень маленькая была, я работала на 3 работах. Классно, что мы жили на тот момент в общежитии, там целый детский сад, который по коридору бегал, плясал. То есть ребенок в одиночке не сидел, не грустил дома. В этом плане. А потом, когда я состоялась как певица, там уже вообще проблем не было в плане денег, то есть все было. И помнишь, как мы купили первый ноутбук? Да, прям на Новый год. Это был такой шикарный Новый год. Там еще дядя Ганя был, да, вроде? Мой брат родной. Да, и мы там играли всегда. Очень классно было. Назови 3 пункта, которые тебе не нравятся в моей девушке. Вообще не по адресу. Во-первых, Маша у меня очень теплые отношения. Мы с ней даже так долго времени не проводили, чтобы я в ней что-то плохое в бытовых увидела. планах, да, мы там не жили неделями. Да, поэтому я не могу сказать, что мне в ней что-то не нравится. И я хочу сказать, что главное, ты ее выбрал. Ты же для себя ее выбрал, а не для меня. Поэтому если тебе все в ней устраивает, все отлично. А то, что потом, когда вы поженитесь и так далее, что-то если будет не нравиться, но в любом случае я не должна буду об этом ей прям говорить, тыкать, что вот мне в тебе не нравится. Ну, во-первых, ты ее выбрал. Еще раз. Нет у меня претензий к Маше и вообще очень положительное отношение к ней. Тогда 250 рублей. Почему? Да, кстати, ты же обязательно должна была назвать. Тогда я все скажу. Да? Без проблем дам 250 рублей. Пусть в копилку идет. Тебе нравятся песни, которые я пою? Если да, то напой что-нибудь. Да, нравится. Ну, я не все понимаю, потому что я не так хорошо якутский в плане музыки. Как бы я якутский-то понимаю, но именно когда поют, напевают, там как-то очень растущий, я не понимаю, да. Усурантулла. Ну да, нравится. Сейчас скажу, какая. Еще клип на нее был. Что-то не хочу быть да, вот «За мечтой». И «За мечтой, которая жила», там что-то или как-то так. За мечтой, ты смелее прыгай за мечтой. Да, вот это очень классная песня. Она
Еще там не хочу быть кофеином, нет. Наскоро выпить ты внезапный Да, утром. это вообще очень классно. Были еще у тебя такие прям раньше танцевальные более, ну, драйвовые такие, энергичные. Да, вот это очень классно было. Мне это очень нравилось. А сейчас, ну, как бы, ты там... Мама старая. Да. Отталкиваясь от жизненного опыта, да, песни пишешь, и поэтому мне их, наверное, ну, не так интересно, может быть. Ну, не то чтобы не интересно, я их не понимаю, наверное. Пока не дошел до этих чувств. Прям, да, это, наверное, те песни, которые надо... Если ты это прошел, ты это очень сильно понимаешь, и тебя это трогает как-то, и поэтому это больше к старшему поколению, наверное, идет. А я сейчас более такие ненавязчивые, прикольные. Тебя еще все прет, Да, все мне- за мечтой, максимализм. Да, не хочется там песни про старость слушать. Друзья, пишите свои вопросы в комментариях, и самые залайканные из них мы зададим героям в следующих выпусках. Нужно ли парням идти в армию? Ну, так как ты уже был в армии, Ну, а если бы не был в армии? все равно Нужно или нужно, нет? мне кажется. Ну, если есть в этом необходимость, то нужно. Заметил, в армии есть люди, которые ломаются совсем там, потом они, наверное, по жизни какие-то, ну, обиженные ходят. Скорее всего, может, компанию себе не смогут найти, да? А есть, в принципе, если там нормальный парень, то и никогда проблемы ни у кого не было. Нормально. Когда ты хочешь сделать меня бабушкой? Ну, Завести детей, да? да. Я думал так, к 30 годам, А, наверное. Как Но классно. сейчас думаю то, что, ну, когда я смогу полноценно, стабильно, хорошо зарабатывать настолько, чтобы мог обеспечить все это и не было никогда никаких проблем. Потому что смысл делать ребенка, если ты ему не можешь там купить банальные вещи какие-то, да? Мгм. Это, наверное, того не стоит, Какая я счастливая все-таки. да? Такой осознанный мальчик. Ну, зачем на скоряк делать детей, чтобы потом ребенок мучился, да? Родители там корячатся на 3-4 работах, чтобы обеспечить ему что-то дать. Чисто вот себя-то не могут никак. Ну, наверное, сначала нужно пожить хорошо, покайфовать, Ай, конечно. отдохнуть, Надо. поездить. А ты бы во сколько хотела стать бабушкой? Ну, вот примерно в твои 30. Чтобы маме было уже больше 50. Ну, так, чтобы в кайф было. Расскажи твой самый главный страх. Ну, это, наверное, вот то, что говорили, смерть детей. Когда мы были в Сочи, я по случайности уронила Еву. С рук уронила Еву. Это был прям огроменный страх, когда все Страшно пролетело. Очень страшно было. И после этого иногда посещают такие мысли, и я думаю, боже мой, это же самое страшное, когда что-то с твоими детьми случится. Мне кажется, иногда я боюсь больше за детей, чем за себя. Ой, ты будешь сильно переживать, если твой отец умрет? Ну, я даже не знаю. Конечно, наверное, что-то будет такое, то, что я буду волноваться, не понимать. Да это как-то представить даже сложно, наверное, мне. Наверное, я съезжу к родным в деревню, на похороны там, да? Угу. Ну, конечно, не хотелось бы, чтобы там кто-то умирал из близких. Так что переживать, я, честно, не знаю. Но, наверное, стал бы сильно переживать. Ну, нет, если честно, наверное, не сильно переживал бы. Мне было бы грустно отчасти, то, что я с ним мало виделся. Но прям такого, что я там годами, месяцами лежал и рыдал из-за этого, наверное, такого не было бы. Ну, мы с ним время от времени, вообще большое время от времени общаемся, но это так просто как «Привет, как дела? Что делаешь?» Ну и на этом все хватит. Ну, нету в основном такого, что он звонит, там, на день рождения поздравляет. Ну, как-то от этого и не становится ни больно, ни горячо, ни холодно. Нет такой просто я с ним много особой времени связи. не проводил, из-за этого у меня как бы и нету печали, то, что будто бы меня покинул там человек какой-то. Особо себя не корю этим. Когда мы разводились, у меня прям все хотели тебя отобрать. Сказали, что мы у тебя сына отберем, и ты вообще останешься без ничего. Я боролась за тебя до конца. Потом, когда ты вырос, ой, покажите-ка Славу. И как раз на тот момент ты перекрасил волосы в розовый цвет. Я такая со злости этой тетки. Ну вот, говорю, Слава. Она такая, это Слава. Да, говорю, это ваш любимый племянник Слава. С розовыми волосами.
Где и когда был твой первый секс? Как раз этих вопросов и не хватало, да? Ну, сейчас я. Вспомню, да? Ну, это было дома, в моей комнате. М, Это было в 2015, наверное, или в 2016. мгм, Ну, где-то так, я точно не помню. Это вроде бы после Нового года было. Ну вот, все. Молодец. Да. Молодец, получается. Это Ну, мой. нормально. Куда ты А, отбираешь? это твой. Почему после развода с папой ты 10 лет не могла найти хорошего мужчину? Найти нового. нового мужчину. Просто на тот момент я настолько была шокирована первым браком, и мне уже не хотелось, честно, выходить замуж. 10 лет разве прошло? Да, через 10 лет я только вышла замуж во второй раз. А, замуж именно, да, здесь? Мгм. То есть в течение 10 лет у меня на горизонте не было такого настойчивого мужчины, который мог бы предложить мне там совместное проживание, там женитьба, свадьба. Ну, и был так же далее. ухажер. Были, но, знаешь, все-таки мне хотелось выйти за непьющего мужчину. В основном какие-то вот алкоголичные все-таки мужчины рядом все равно где-то ходили рядом. Кайфарики, да, были? Поэтому в этом плане нет, все-таки не было нормального мужчины. Да и я вообще очень... Мне всегда хотелось свободы, чтобы я могла реально нормально реализовывать свои мечты, учиться, работать. Поэтому всему свое время. Вообще у меня всегда была мечта, даже тебе всегда говорила, что мы всегда будем вдвоем, и я ни за кого не выйду замуж. Вообще, ты помнишь это? Не помню. Кажется, он ничего не помнит. А я такая думаю, боже мой, я же давала ему обещание. Кстати, классное первое воспоминание было в Турцию, когда мы в 2010 году впервые с тобой поехали в Москву. Да, это очень классно было, да. В Москву, в Турцию. Я даже забыл. М. Вообще, самая большая мечта в твоей жизни. Какая мечта у тебя? Блин, я вот только что хотел это задать. Ну, наверное, большая мечта быть настолько обеспеченным, чтобы и близких своих содержать, да? Чтобы ни у кого не было проблем. Мгм. Ну, много А куда сам? ездить, отдыхать. Ну, наверное, так. А у тебя? Меня, да? Да. Так как я нашла себя, свое призвание в 27 лет, я до сих пор считаю, что я не состоялась как певица. То есть я пою, классно, но этого для меня недостаточно. Мне хочется повысить свою экспертность, хочется выйти прямо на другой уровень, чтобы я состоялась как артистка мирового уровня и педагог, наставник для творческой молодежи. И, конечно же, дать качественное образование моим детям, чтобы вы могли увидеть мир и понимать, да, разницу, где лучше, где хуже, расти и расширять свое мышление. Ну что ж, у вас весело? Тем, кто смотрит нас, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не пропускайте ни одну из эфиров. Поддерживайте близких своих. Пока-пока. Пока. Бай-бай. Как и обещано было, 250 рублей на карту сына. Из-за того, что я не нашла каких-то причин. Хочу. Спасибо. Зовите нас еще раз. Кстати, я бы хотел еще раз прийти, наверное. Может, даже с девушкой хотел бы прийти. Я думал, прям жесть-жесть какая-то будет. Прям жесть-жесть. Всем большое спасибо за просмотр. Давайте попробуем еще раз залететь в тренды. Это маленький шаг для YouTube, но большой шаг для нашего канала.